Уже почти полгода в Ленске горит вечный огонь. Открывали его торжественно. Лампадку с огнем привозил лично президент республики Егор Борисов. Но тогда никто не знал, как на набережной на самом ветру вечный огонь переживет зиму. Сейчас можно подвести предварительные итоги. Все трудности он выдержал достойно. Продолжит тему Наталья Беспалова. Зима в Якутии суровая. В Ленске на набережной порой задувает так, что людей с ног сбивает. Снег полностью переметает дорогу вдоль Лены. Машины с трудом передвигаются. И впервые в столь некомфортных условиях здесь зимует вечный огонь. Первоначально планировали, что зимой в период сильных ветров и морозов вечный огонь работать не будет. Планировали зажигать мемориал в конце апреля, а в конце июня, после всех праздников, его снова тушить. Но потом передумали, ведь это же совсем нелогично. Вечный огонь, он и должен быть вечным. То, что в Ленске появился собственный вечный огонь, заслуга главы города Александра Харунова. Именно он выступил с этой идеей. Место выбрали сразу у мемориала погибшим в годы Великой Отечественной. Открывали мемориал осенью, торжественно. Президент Якутии Егор Борисов лично привез горящую лампадку, зажженную от такого же мемориала в Якутске. Тогда никто не знал, как будет зимовать огонь. Но уже сейчас можно сказать, суровые ленские ветра и морозы он выдерживает достойно. Вечный огонь не погас ни разу. Здесь установлено новейшее оборудование, то есть автоматически, когда отключается газ, перекрываются сразу все клапана, то есть газ уже не выходит. На пульт дежурному срабатывает информация о том, что подача газа прекращена. Естественно, они выезжают и заново зажигается огонь. Когда строили вечный огонь, боялись не только суровых зим, но и вандалов. К счастью, пока ни одного случая какого-либо происшествия в районе мемориала зафиксировано не было. Но тем не менее, в ближайшее время здесь установят камеру видеонаблюдения.